Приехал к нам на обслуживание Prius Alpha, вот такой вот черный красавец. В общем, будем обслуживать ему батарейку. Есть у него, где распечаточка егошняя? А, Макс? Где его распечатка? В общем, задача по этому Prius Alpha у нас показала диагностика, что у нас есть в девятой паре просаженная чуть-чуть батарейка 1399. Вот она получается 1399, самая минимальная пара. Мы будем ее самой сильной, скорее всего, менять. Сюда будем ставить ее, а сюда в серединку поставим вот эту. Она со временем в середине выровняется. Как бы такая тусовочка произойдет. Также почистим все контактные группы. Посмотрим сейчас. Сейчас, кстати, пойду и покажу, какие контакты. Ну и так, в принципе, вентилятор еще грязный, надо будет его продуть. Так, что у нас тут? Вентилятор, вот он, грязненький. Видно, что там есть пыль. Батарейка. Ну, батарейка, в принципе, не сильно, но тоже пыль между ними есть по-любому. Скрывай контакты, посмотрим, что с ними. На. Продуваем все от пыли. Батарейку ни разу никто, походу, не разбирал еще, да? По идее. По номерам стоит она? 1, 19, 19. Вроде бы как. Походу ее не трогали. На улице красота, лето практически. Сейчас речка пройдет. Вот этот воздуховод хорошо, главное, продуй, Макс. Так он чистый был. Во, пошла жара сразу. Смотри, сколько пыли. Жесть это все. Не, ее надо было обслуживать, хотя бы обслужить ее, да? Контакты, да, имеют место быть, почистить надо. Вот они, если так посветить, вот есть окисленный, вот окислый. Ну вот она и показывает, в принципе, окислый. Тут немножко грязненький, вот окисел пошел тоже, вот оно, отложение. Сейчас это все дело мы будем чистить. Сделаем красиво. Здесь тоже вся крыльчатка грязная. Хорошо видно? Да, этот свет. Вот если показать, вот. Короче, воздуховод тоже весь грязный. И вот здесь вот много пыли, вот она, грязь вся. Да, вообще, да, давай его на улицу, там продуем его хорошенько. Летит в батарейку. Да, на улицу его по-любому. Давай там стеллажик сделаем какой-нибудь. Диагностика показала, что у нас 9-я пара чуть-чуть слабже других. Надо будет ее... Ну как и по этой диагностике, у нас тоже 9-я пара была. Вот она. Мы ее точкой указали, тоже была 1399. Сейчас мы ее куда-нибудь в начало кинем, да? Да, ее в начало кинем. И все будет ништяк. Фильтр я бы тоже поменял бы, он грязный. В принципе, он грязь есть уже. На лето я бы поставил, по сезону бы менял бы. На зиму. В общем, коллектор впускной тоже весь надо снимать, он грязный. Там он внутри, он забито все. Но чтобы его снять, надо, по идее, прокладку. Сразу поменяем ее тоже. Я, наверное, сейчас его откручивать буду, снимать. Вот. Вот камера передает, не передает. Здесь все грязно, здесь грязно. Вот эта вот дырка, она почти была забита. Поэтому это вот отверстие капитально было забито. Сейчас мы его промоем. Ну вот, если так посмотреть, все грязное, жестко грязное все. Ну вот, почистили. Уже вот такая история.
Остался немножко налет только и все. Намного чище стал. Практически вот внутри практически все чистое. Вот вентилятор чистим. Пыли здесь с него вышло, да? Ну, уже нормально, с этой батарейкой уже можно работать. Трубочка уже чистая. Так, Максим занимается калибровкой. Смотрим элементы поканально, да? Угу. Вот сейчас мы их подпишем все и будем калибровать. Так, залил все азелитом. Так, вот так вот все отмывается, уже другая картина. Ну вот если брать, вот уже чистенько все. Надо еще заливать. Жесткая копоть, конечно. Трубку ЕГР тоже вот уже вот такая с нее грязь, чернота. Сейчас буду повторно заливать. Все, а потом водой промывать будем. Вот поставил заслоночку. Вот ставлю уже чистый коллектор. Собираю. В конце буду откручивать ЕГР. Выглядит чистый клапан ЕГР. Вот. Все отсюда вышло. А вот так должен выглядеть чистый холодильник. О, блестит. Четко? Да. О, Машина полетит да. завтра. Должна полететь. 100%. Ну, движочек еще походит долго, считай. А так бы засрался бы, и можно было бы убить двигатель. Да. Давай. Вот. Сняли клапан ЕГР и холодильник. Все грязное, жесть. Вот так там все выглядит. Сам клапан, вот он. Да, жестко. Вот так мы ездим. Машина долго не обслуживалась, походу. Да. Не вообще не обслуживалась, походу. Да. Так что сейчас мы ее замочим азелитом на ночь. Пусть стоит. Скорее всего, только завтра мы будем его собирать. Потому что это дело такое. Сейчас будем заливать полностью холодус. Вот, сделали батарейку. Вся батарейка ровненько заряжается. Разбег 30-23. Заливаем в нее 500 миллиампер часов. Ну, вообще батареечка, конечно, выровнялась. Отбалансировалась вообще четко. Идеально. Да. Короче, пришлось заменить один элемент нам, да? Один элемент вылетел при первой диагностике, при первой калибровке. Один элемент мы заменили. Ну и в принципе на этом все. Так жестко сбалансировалась, она нормально стала. Вообще она прям ровно идет. Ну это еще при разряде покажет еще, как она будет. Посмотрим на машине потом. Диагностику сделаем. Да. И ЕГР, смотри, 2.76 уже показывает. Было. Совсем другие результаты. Было сколько? 3.6 было, по-моему, что-то так, короче. Ну, больше было. Она тоже еще должна понять. Компьютер еще пока не понял, в чем дело. Надо поездить, он откалибруется.
Нормально. Производим диагностику батареи после ремонта Prius Alpha это. Так, у нас все контакты 0.19. Все как должно быть. В идеале. Вот. Сейчас будем ей давать нагрузку. Так, печка врубается. Где у него? Вот смотрим между парами результат. Так, по этому Prius Alpha вот диагностика у нас, лист диагностики. В общем, вот хорошо уже можно посмотреть. Здесь у нас разбеги очень маленькие. Серединка нормальная. Где-то чуть послабже. Ну, вообще, в принципе, она вот вообще разбег у нее 0.8, 0.6, 14.11, 14.10, 0.6, 0.3, 0.6, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 11. Вообще, короче, практически вся сбалансированная батарейка. Выезжает у нас с ремонта Альфа. Обслужена батарейка, ДВС полностью, ЕГР почищен, заслонка. Видишь,